На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Трубы проведены, а газа нет. 20 дом готовый. Все деньги платили, 54 тысячи. А газа ждем, нету газа. Почему жителям приходится ждать тепла в морозы? Из Нурлатского района. Слава Мухаммадулян. Вымирающий дом. Дранка вся полопалась, вот цемент весь осыпался. Дождутся ли жильцы дома по улице Бирюзовая, 12 в Юдино переселение из аварийного жилья? Узнавала Зарина Ахметова. Предупрежден, значит вооружен. В день порядка 10-15 обращений. Как обезопасить себя от пожаров и какие средства сводят возгорание к нулю? Советы спасателей выслушал Рамиль Шайдулин. Козы – это не только молоко, мясо, но и ценная шерсть. Нам надо ставить задачу, чтобы купить хороших племенных козлов. Племенных козлов увидела и Алия Хайруддинова. По дому в валенках, сон у печки и в одежде. В таких условиях живут некоторые жители села Старый Аул в Нурлатском районе. По их словам, им обещали пустить газ в дома в октябре, но, как выяснилось, пускали только пыль в глаза. Кто-то и вовсе отсоединил печку, демонтировал электрические котлы. На дворе почти середина ноября, а трубы все с заглушками. В чем дело и как будут зимовать, разбирался Салават Мухаммадулин. Батареи сейчас вот холодные. Спать приходится чуть ли не в верхней одежде. Это дом 81-летней Зайтуны Ахмадсагировой. Отопление через печь она сыновьями отключила еще в сентябре. Поверили в обещание местных властей провести газ до конца октября, говорят жители. В итоге ноябрь, а голубого топлива все нет. Получается, на ветер бросила деньги. Если бы знала, что так будет, то ничего не отключала бы. Теперь и внуки приехать не могут. И таких домов в Старом Ауле 20. Практически у порога каждого выкопана яма, торчат трубы. Я сам вот ходил, отвязка делал сварщиком здесь, вот эти трубы все, копали вручную вот это все, копали. Сейчас вот они вот заглушкой поставили здесь, воздух накачали, а самой трассы дали, говорят, газ. За все работы по подготовке каждый дом отдал по 54 тысячи. 20 дом готовый. Все деньги платили, 54 тысячи. А газа ждем, нету газа. Ну, слишком обрадовались. Обещали в октябре, конечно. Ждали. Вот. По словам жителей, обещал им это глава района. При этом в исполкоме совсем другая дата. Срок газификации Старого 15 декабря 2020 года. Но усилиями главы нашего района достигнут договоренность, что в этом году мы завершим газификацию. Готовность техническая населенного пункта полностью жителей есть. Мы по срокам, которые дает Газпром, конец декабря, но мы постараемся договориться. Старый Аул здесь не единственный населенный пункт, в котором нет газа. Точно такая же ситуация в соседней деревне Черное озеро. При этом республика сейчас газифицирована больше, чем на 99,5%. До сотни совсем немного. И на эту цель в 2019-м выделено 500 миллиарда. Придет ли тепло в дома Старого Аула до первых морозов и удастся ли исполкому договориться? Мы будем следить за этой историей. Салават Мухаммадулин, Александр Лобанов, ТНВ, Нурлатский район. Они тоже ждут, но уже переселение. Потолок обваливается, стены рушатся, фасад постепенно уходит в землю. Свой дом на улице Бирюзовая, 12 казанского поселка Юдино жильцы окрестили вымирающим. В 2003 году его признали непригодным для жилья, в 2017 аварийным. На своей улице это один из последних бараков, построенных еще до войны. Как такой дом мог оказаться вне программы переселения? Вопросом задалась Зарина Ахметова. Стены уже все лопаются, дранка вся полопалась, вот цемент весь осыпался. Из этих щелей выходят крысы, мыши. Сложно поверить, но это жилой дом, хотя со стороны этот барак больше напоминает аттракцион ужасов. Гнилые стены, разбитые окна, обгорелый потолок. После пожара в одной из квартир в феврале каждый день для жильцов как жестокая игра на выживание. У нее получается, что весь потолок залили.
Дранка там отходит, там потому что дранка ведь сделанная. Подоконник сидит на батарее отопления. И если вот еще немного, и, как говорится, подоконник, если еще раз сдвинется, значит батарея отопления прорвет. Большинство жильцов – пенсионеры, которые живут практически со дня основания дома. Делать ремонт самим нет ни сил, ни средств. Даже помыться негде. Горячей воды нет, чтобы руки помыть. Кипятим воду, вот сюда наливаем, и вот здесь вот умываемся. Здесь Муслима Фахридинова живет одна, в 92 года. Ветеран труда. Не так, говорит, мечтала встретить свою старость. 92 года. Мыться нигде, в баню ходить не могу. Здесь нету, как говорится, никаких условий. Дом с 38 года, он уже весь разрушается постепенно. Этот дом, как говорится, держится на честном слове. Одно неловкое движение – и строение может рухнуть. Жители говорят, даже спать страшно ложиться. Вот-вот либо кусок стены отвалится, либо потолок. Потому жильцы окрестили барак вымирающим. Почти каждый год из жизни уходит кто-то из жильцов, так и не дождавшись переселения. Хотя с 2003 года дом признан ветхим. В мае 2017 получил статус аварийного. Постановление о признании многоквартирного дома 12 по улице Бирюзовой аварийным и подлежащим сносу. Вот здесь вот написано: снос аварийного дома в 6-месячный срок после утверждения настоящего постановления. Постановление-то уже вступило в силу. Новая программа по расселению из аварийного жилья принята в этом году. Действует до 2025 года. В Казани в нее включен 51 дом. Если среди них барак на Бирюзовой, с вопросом обратились в администрацию района. Как нам пояснили, на улучшение жилищных условий могут рассчитывать те, кто включил дом в статус аварийного до 1 января 2017 года. По истечению этой даты еще 41 дом был признан аварийным. К сожалению, в республиканскую программу включены дома, которые были признаны ранее, 2017 года. Этот дом в программу не вошел. В этом случае для барака на Бирюзовой есть два варианта. Первое. В случае увеличения лимита финансирования дополнительные дома будут включены в адресную программу существующую. И второй вариант – это привлечение инвесторов для застройки территории с ликвидацией одноэтажных, двухэтажных, в том числе и аварийных домов. Впереди зима. Перенести холода в таких условиях будет непросто. Потому жильцы надеются, что про них все же вспомнят. Ведь на дворе 21 век. А к ним, говорят, не приходят даже волонтеры, чтобы подключить цифровую приставку. Как будто этот дом для всех уже вымер. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В борьбе с коррупцией приходится идти против природной сущности человека. Об этом сегодня говорили в Казани. В столице прошла Всероссийская научная конференция, как говорят эксперты. Все хотят жить лучше, и это толкает человека к мздоимству. Какие ноу-хау хотят поставить на борьбу, узнал Дмитрий Аренин. Вы в чем видите причину неработы института конфискации незаконно полученной суммы? Как установить, что преступным путем добыто, что все-таки праведным трудом, достаточно бывает тяжело. Борьба с коррупцией – вопрос тяжелый, говорят эксперты. История мздоимцев тянется еще с незапамятных времен. Потому что это от природы человека исходит. Все хотят жить лучше, кушать слаще. Вопрос лишь в том, насколько общество вместе, так сказать, с государством, гражданское общество способно ее обуздать. В Татарстане в этом году возбудили более 700 коррупционных уголовных дел. Больше половины уже довели до суда, и свыше трети приговоров обвинительные. Как отмечают в Татарстане, борьба с коррупцией поставлена намного лучше, чем в других регионах. Если возьмем сайт антикоррупционной политики президента Республики Татарстан, у нас она гораздо лучше, чем в других регионах. Возьмем даже Мариэл, если возьмем, посмотрим их сайт, там даже статистики никакой нет. Действенной мерой стал жесткий контроль за декларациями чиновников. Это помогает выявлять нетрудовые доходы и аффилированные связи. Выявляется огромное количество нарушений, принимается очень много мер реагирования, и это привело к тому, что уже если раньше чиновники, должностные лица очень формально как-то так и нехотя относились к заполнению всех этих документов, на сегодняшний день это, наверное, одно из самых таких эффективных мер. Пока специалисты обсуждали, мы спросили у казанцев, а что бы они предложили для борьбы с коррупцией? За коррупцию расстрел. Почему так жестко? Потому что остальное ничего не помогает. Штрафы, побольше штрафов, конфискация имущества.
и сроки, и прибавить, да, срок. Если мы будем бороться с коррупцией не только в низших слоях, но и выше, то, я думаю, мы ее победим. Со следующего года хотят запустить электронную систему, которая будет проверять документы чиновников и сигнализировать о коррупционерах. Система покажет, что его родственник связан, например, с иным юрлицом, а может и с этим юрлицом, который может повлиять на его исполнение должностных обязанностей. То есть это мы не будем бить по хвостам, это элемент предотвращения. Как подытоживают, борьба с коррупцией – вопрос многогранный. Главное – следовать известному девизу – бороться, искать, найти и не сдаваться. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Новые тарифы на новую услугу. Сегодня Республиканский комитет по тарифам утвердил стоимость оплаты водоотведения в поселках Ореховка Зеленодольского района. Напомним, 2 года назад поселку под Казанью грозила так называемая экологическая катастрофа. Сточные воды текли в озеро, а жителям перекрыли доступ к канализации. Как разрешилась эта ситуация, расскажет Анна Городнова. Ровно 2 года назад жители поселка Ореховка остались без канализации. Судебные приставы закрыли очистные сооружения. Стоки стекали прямо в местное озеро. Самые настоящие фекальные воды. Вот. И запах. И поэтому и лед-то не замерзал, потому что органика. Старожил Ореховки Анатолий Заворыкин давно мечтал превратить озеро в каток. Но с годами оно стало болотом. Очистные не были рассчитаны на 5 коттеджных поселков. Ведь они же ни одного дома не обрабатывают. Все льется прямой трубой туда. Она не справляется. Потом уже, когда вмешалась прокуратура, премьер-министр, оттуда перекопали, вот где Салават-Купре, туда трубы подсоединились. Теперь здесь своя перекачивающая станция. Стоки идут в центральную канализацию. Больше года велась подготовка документов и расчет тарифа. И вот сегодня в Госкомитете по тарифам его согласовали. На тариф на 2019 год 30 рублей 51 копейка. С данным тарифом организация согласна, а исполнительный комитет также согласовал. Тариф почти 31 рубль за кубометр, средний по Зеленодольскому району, говорит глава поселения. Раньше платили чуть больше. Наталья Власова, к примеру, за канализацию отдавала около 300 рублей в месяц. Устраивает, конечно. Мы же знали, куда мы ехали, в какой поселок. Тариф включает затраты на перекачку, ремонт, очистку стоков, транспортные расходы и зарплату. В управляющей компании говорят, 10 месяцев до утверждения тарифа люди и вовсе не платили за канализацию. Услуги предоставляли безвозмездно. Собрание, тут РСК, получается, нам выставил счет на 1 200 000 вот, за канализацию. У нас просто денег нету, такую сумму оплачивать. Будем как-то совместно принимать решения, совместно с жителями. Во сколько обойдется благо цивилизации, жители Ореховки увидят уже совсем скоро в новой квитанции в декабре. Анна Городнова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Пожарные извещатели могут бесплатно ставить и дальше сегодня. Об этом рассказали татарстанские спасатели. Речь о небольших круглых устройствах, которые крепятся к потолку и реагируют на дым. Очень часто они помогают спасти жизнь. Все ли оповещатели так эффективны и у кого их не стоит покупать, разузнал Рамиль Шайдуллин. Любой человек вправе прийти к нам в магазин, подобрать тот датчик, который ему более по дизайну нравится. Белые с прорезями, красными светодиодами и, самое главное, индикаторами дыма. Так выглядит большинство пожарных извещателей. Уже несколько лет они товар повышенного спроса. Порядка 10-15 обращений от частных лиц, они звучат. То есть люди приезжают, покупают. Все дело в цене. Они стоят в среднем 300 рублей и качестве. Каждый извещатель сопровождается официальным сертификатом. Посмотреть на самом изделии должно быть соответствующее обозначение, что данный продукт сертифицирован. Уже несколько лет эти датчики татарстанцы приобретают сами. Последние 3 года спасатели устанавливают еще и бесплатно гражданам в социально опасном положении. Установлено более 20 тысяч. Более 20 тысяч домовладениях у таких автономных пожарных извещателей. В 2 словах принцип работы этого устройства можно объяснить следующим образом. Если в помещении появляется дым, в нашем случае это аэрозольный симулятор, то его улавливают специальные датчики спустя секунды. Апрель. Улица Пестеля, Казани. Дом сгорел дотла. В огне погибла семья из 6 человек. А вот семью из села Мамашир Кукмарского района разбудил датчик. 5 спаслись. В августе в Арском районе устройство сохранило еще 7 жизней. По статистике МЧС за 3 года извещатели спасли 67 человек. Половина – дети. Не думал пока,
Вот как загорится, так поставлю. Квартира новая, поэтому они были установлены уже. Я их не снимал. Понятно. Ну как, знаете об их пользе, о том, что для чего они предназначены? Конечно. У нас бабушка старенькая, вдруг что-то... У них же сейчас возраст большой, больше 80. Она может что-то забыть, что-то включить и оставить. Я думаю, это как раз известит об этом. Тем, кто решит приобрести такие устройства, спасатели не советуют вестись на предложение мошенников. Это те, кто предлагают извещатели за 1500 рублей и выше. Их лучше покупать в проверенных магазинах. Обойдется в 5 раз дешевле. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. С 1 ноября мелкие ДТП можно оформить в электронном виде на личном смартфоне. Мнение об этом нововведении Союза страховщиков, представителей республиканского ГИБДД и экспертов читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. В приоритете нацпроекты и гражданские инициативы. На местах должны быть локомотивами информирования населения. О чем говорили и кого выбрали в качестве делегатов в Москву на конференции «Единая Россия», расскажет Салават Мухаммадулян. Козы – это не только молоко, мясо, но и ценная шерсть. Нам надо ставить задачу, чтобы купить хороших племенных козлов. Племенных козлов увидела и Алия Хайруддинова. Контроль нацпроектов, гранты инициативным и делегация Татарстана на партийный съезд. Об этом сегодня говорили на конференции Татарстанского отделения «Единой России». Что сделали и как будут выполнять наказы избирателей, выслушал Салават Мухаммадуллин. Перед обсуждением серьезных вопросов приятности партия подводит итоги конкурса на гранты для НКО. Так, например, благодаря одному из них в Кайбетском районе установят 2 памятника. Грант выделенный на 185 тысяч. И чтобы вся та ситуация, которая произошла, когда строили Казанский обвод, чтобы она была не забыта. Будет партия тесно сотрудничать и с Русским географическим обществом. Сегодня подписали соглашение. Впереди сразу несколько проектов. Они связаны и с наукой, связаны с исследованием, с первооткрывательством. Сейчас мы готовимся к Арктике. 6 мировых рекордов во время научных исследований было поставлено. 177 делегатов, 2 вопроса на повестке и больше 128 тысяч членов партии в Татарстане. Кстати, последняя цифра за этот год выросла. Стало больше и работы. У партии сейчас больше 8 тысяч наказов. Немалая часть из них будет исполнена в рамках национальных проектов. Адресная поддержка, соцвыплаты, обучение на 10,4 миллиарда рублей. Именно депутаты-единороссы на местах должны быть локомотивами информирования населения и вместе с ними мониторить ход работы на объектах, их социальный эффект. На собрании сегодня избрали и 26 делегатов регионального отделения на партийную конференцию в Москве. Задачу я вижу свою в том, чтобы мы максимально поделились и своим опытом, и переняли опыт других регионов. Те практики, которые у нас есть, они, соответственно, будут, во-первых, тиражироваться по всей России, и, конечно, также традиционно сохраняться и реализация у нас в Татарстане. В завершении партбилеты новоиспеченным единороссам. А еще благодарственные письма руководителям СМИ за активное сотрудничество и освещение партийных проектов. Следующую конференцию посвятят 18-летию партии. День рождения 1 декабря. Салават Мухаммадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Грант на агростартап. Сегодня в Минсельхозе вручили сертификаты грантовой поддержки. 103 фермера и 36 районов республики получили от 2 до 4 миллионов рублей. Все на развитие своего дела. Они будут развивать мясное и молочное скотоводство, коневодство, пчеловодство, производство рыбы. Также обязаны создать свыше 200 рабочих мест. Победители получили сертификаты на общую сумму 313 миллионов рублей. Конкурс «Агростартап» проходит в республике впервые. Проект продлится до 2024 года. С детства я увлекаюсь лошадьми, влюблена в лошадей, можно сказать так. Когда объявили программу «Агростартап», я сразу первым же делом приняла решение участвовать в этой программе по программе разведения лошадей. Выбрал пчеловодство, прошел, вот уже начали закупать технику. Ближе к весне начнем закупать, опять же, пчелосемьи. Грант на развитие животноводства, это и откорм, это и молочное поголовье, и
птицеводства, и растениеводства, и пчеловодства. В течение 18 месяцев они должны свои заявленные в проекте цифры вести. Это и согласно поголовью, и согласно рабочих мест. Любовь зла, полюбишь и козла, особенно если он племенной, привезен из Голландии, а еще и потомство его породистое. Козью ферму Сабинского района признали лучшей на Московской агропромышленной выставке за успешную селекцию. Племенных козлов собак ищут по всему миру. Что это дает агробизнесу, узнала Алия Хайрудинова. Приветствие самое обычное, козлиное, а вот козы породистые. Заоненскую породу привезли в Сабинский район 6 лет назад из Мариэл. Этих безрогих созданий ценят за высокую продуктивность и неприхотливость. Сейчас поголовье коз без малого 3500, из них 1,5 дойные. В день 2-3 тонны молока – норма, и это результат успешной селекции. За племенными козлами едут даже в Голландию. Каждый год ищем новые варианты, где можно найти хороших козлов. Но в России, к сожалению, пока таких больших ферм, где очень хорошая генетика, очень мало. Поэтому мы вынуждены обращаться за границу. Сейчас на ферме 25 племенных козлов. Есть и ставропольские, и питерские. И у каждого свой характер. Кто-то упертый, но чистый козел, а кто-то настоящий бабник. Вот он, племенной козел из Голландии. Отличает его и рост, и вот эта вот густая борода. Как только он зашел в стойло, его окружили самочки, но пока он выбирает. Семя такого козла на вес золота, поэтому и предпочтение искусственному осеменению. Тут и профилактика болезней налицо. Можно сказать, и нету заразной болезни, не переносится. Во-вторых, это качество фермы. Когда в одну садку мы берем там, примерно 4-5 миллилитра сперму, это хватит там порядка на 4-5 голов газоматки. В планах увеличить стадо до 5000 голов и удой от каждой не менее 5-6 литров в день. Обладатели золота агропромышленной выставки «Золотая осень» уже делятся опытом успешной селекции с коллегами из Казахстана и Башкортостана. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Сабинский район. Именно из Сабов в 2015-м на Дальний Восток отправили козу-невесту для звездного козла Тимура. И вот сегодня пришла печальная весть. Совместной жизни с сабинской козой Тимур не перенес. Помер. Пару лет назад он прославился тем, что подружился с местным тигром Амуром. Тогда козла в вольер к хищнику привели в качестве обеда. История о необычной дружбе быстро разлетелась по России и миру. И сегодня, как сообщило руководство заповедника, у Тимура остановилось сердце. Останки кремировали, урну с прахом захоронят в сафари-парке. Там же установят бронзовый памятник Тимуру. Каталонцы в Казани. Через несколько минут в казанском бассейне «Оргсинтез» начнется матч группового этапа Лиги чемпионов по водному поло. Барселонетта – 19-кратный чемпион Испании и главный фаворит международного турнира. На месте работает наш корреспондент Алмаз Гафиятов. Алмаз, здравствуй. Какие шансы у «Синтеза» обыграть испанцев? Добрый вечер, Алексей. Но для начала просто не могу не рассказать вам о той атмосфере, которая царит здесь, в бассейне «Оргсинтез», и за его пределами. Сотни болельщиков толпились около входа, спрашивали, как же все-таки можно купить на эту игру билеты. Хотя вход для всех зрителей абсолютно бесплатный, все интересовались, хотели попасть на этот матч. Думаю, все желающие здесь на трибунах. И, конечно же, эта атмосфера, этот ажиотаж вокруг матча, он сказывается на игроках. Давайте послушаем одного из действующих футболистов нашего клуба, Аделя Латыпова. Первая домашняя игра, еще, думаю, многие болельщики даже не поняли, что такое Лига чемпионов, и войдут во вкус только. Чем больше матчей мы будем играть дома, тем будет больше болельщиков. Да, действительно, здесь поменялось все, начиная от акустики, от проветривания, от всей той в целом инфраструктуры, которая находилась здесь. Поменяли раздевалки, все новое, и появились вот эти знаменитые надписи Champions League, которые просто будоражат игроков. Они хотят выйти, бороться, они просто мечтают выиграть ту же самую Барселонету, которая является практически основой испанской сборной. Ну и, конечно же, президент клуба «Синтез» Ирик Хайдарович Зинуров также поделился своим мнением о предстоящем матче. На самом деле Лига чемпионов – это топовые команды, самые сильные команды. И желающих посмотреть и увидеть эти матчи было очень много, тем более
в этих командах играют, ну, знаете, во многих, ну, по одной, по две золотые медали олимпийские их есть. Ну что ж, ждем начала матча. С минуты на минуту эта игра должна стартовать. Верим в наших ребят, конечно же, будет непросто. 2 поражения, 1 выигрыш над Ядраном. Здесь хорватский клуб, кстати, проиграл в Казани, когда еще Лига чемпионов только-только ворвалась в наш город. Но здесь, конечно же, все болеем за наш клуб. Нашим по силам это победа. Ждем от Синтеза только победного счета. Синтез Алга. Алексей, вам слово. Спасибо, Алмаз. Я присоединяюсь к пожеланиям удачи нашим игрокам. Это было включение из Оргсинтеза, где казанцы собираются выиграть каталонцев. Это было последнее сообщение в этом выпуске. Далее информация о погоде, после чего вызов 112. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Ниһаят, bir ел вакыт үтеп тә киткән. Мин Болгар радиосының милли музыкаль премиясына әзерлек эшләрен инде башладым. Сез дә бу вакыйгадан читтә калмагыз. 14 декабрь Пирамида. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Пришла Гайша по Крайханупе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Офтальмологическая клиника Кюзлер. Телефон 295 94 50. Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Мы тщательно следим за состоянием автомобиля. Более 80 раз в год мы заправляем машину. В среднем 4 раза в год мы меняем масло. 1 раз в год мы обязательно проводим технический осмотр. Но не находим время посетить врача. Инфаркт можно предупредить. Пройдите диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования. Хочешь ладу по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». В Казанском цирке 25 октября новое цирковое шоу «Виртуозы манежа». В ноябре Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в марке 4 пятерки, 3 семерки. Хочешь получить ладу? За наличный расчет выгодно. Тогда тебе в автоцентр «Парус». Крепковид для кур и птицы. Это кальций, фосфор, минералы для крепкой скорлупы яиц, здоровья и яйценоскости кур. Хочешь ладу в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. А это важно, когда в аптеках «Фармленд» такие скидки. Запомните, весь ноябрь в аптеках «Фармленд» скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Мыши. Крысы. Ротобор. Крыс и мышей уничтожает. Здравствуйте! 9 ноября в Татарстане ожидается слабоморозная погода без существенных осадков. Об этом позже. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево небольшой снег и около 2 градусов мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков -1. На севере Татарстана – Менделеевске, Агрызе, Мензелинске – облачная погода с прояснениями, осадки не ожидаются -2. На северо-западе – в Арске, в Кукмаре, Балтаси – переменная облачность. Днем синоптики осадков не обещают.
На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном столбики термометров покажут 0 без осадков. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше небольшой снег от 0 до 2 градусов мороза. На дорогах сохраняется гололедица, будьте предельно внимательны. В воскресенье вновь начнется потепление, температуры станут выше. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Почти готов новый дом ЖК «Грин». А вы готовы к суперпредложению от ЮЭТ? Только 16 ноября на Дне открытых дверей. Записывайтесь. Телефон в Казани 233 0303. 16 ноября – День открытых дверей в ЖК «Грин» от ЮЭТ. Вас ждет суперпредложение на квартиры. Дом готовится к сдаче. Звоните по телефону в Казани 233 0303. 9 ноября в Казани переменная облачность без осадков. Дневная температура 0-2. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление выше нормы 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле Земли спокойное. Дистанционное дробление камней в почках бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике Фармте. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках без боли, без операции, бесплатно по полисам ОМС. Клиника Фармте 292 66 77.